В эфире «Посредник». Речь в программе на этот раз пойдет о туризме, о предварительных итогах новогодних праздников в туристической сфере, о том, как привлекать людей к отдыху в Абхазии, побеседуем с заместителем министра туризма республики Астамуром Барциц. Здравствуйте, Астамур. Добрый день. Всех с прошедшими праздниками. Мы уже с вами в 2024 году, в высокосном году, так что наши туристические приключения уже начались. Ясно. Ну, давайте поговорим пока о приключениях, которые были в новогодний период. Каковы предварительные итоги новогодних праздников? Что уже известно? Каков вообще общий фонд этого периода и как его можно оценить? Ну, вы знаете, в преддверии новогодних праздников, естественно, у нас были прогнозы по бронированию в процентном соотношении от наших коллег, российских туроператоров, которые занимаются выездным туризмом по направлению в нашу республику. И эти прогнозы подтвердились. По нашим данным, около 80% была загрузка наших объектов. Праздники прошли хорошо, востребованные. И вы знаете, мы промониторили ситуацию и увидели, что в 3,5 раза увеличилось количество людей, которые выбрали свой отдых новогодний у нас в республике по сравнению с 2022-2023 годом. То есть такая динамика в сторону увеличения турпотока в этот период? Да, и такая динамика впервые, увеличение. Вы знаете, мы были готовы к такому, потому что в прошлом году мы встречались с представителями туроператоров Российской Федерации, и наше направление у них пользуется спросом. Они выбирают Абхазию. А вот если сказать о причинах, что вы думаете, какие аргументы у людей, которые выбирают Абхазию как место отдыха в новогодние праздники, что изменилось? Потому что в 3,5 раза это большое количество. Ну, конечно, всему же есть свои аргументированные причины тому или иному. Я хочу всех нас проинформировать, что в Абхазии появляются отели комфортабельные, с инфраструктурой, так называемой, которые все включено. Естественно, которые люди приезжали летом и посещали, находились, отдыхали в этих отелях, они выбирают их зимой и хотят увидеть, как выглядит наша республика в зимний период. Угу. Это все происходит благодаря тому, что и появляются комфортабельные отели со своей инфраструктурой. Ну вот тогда могли бы вы сказать примерно, каков прирост, хотя бы если даже сейчас точной цифры нету, то каков прирост таких отелей, таких объектов? Ну, в прошлом году было введено около 13 новых объектов. Угу. В 2023? Да, в 2023 году. Это крупные объекты? Это и мелкие объекты, это и крупные объекты, которых номерной фонд около 100 и более номеров. Угу. Вы знаете, в ближайшее время, кстати, в нашей столице, в городе Сухум, так называемые бывшие ПВО МВО объекты также будут введены в эксплуатацию. Вот подробнее, пожалуйста, об этом. Коечный фонд будет составлять около 1200 койко-мест. Представляете? Да. Город Сухум за раз будет заезжать 1200 туристов, которые будут находиться локально в определенной территории. Что вообще с этим объектом? Там прошел ремонт, сменился владелец, насколько мы знаем. Расскажите сейчас детально в подробности собственника, учредителя мы прогружаться не будем. Мы обладаем той информацией, что сейчас там идет полная реконструкция, и к началу нашего курортно-летнего сезона 2024 года он будет в эксплуатацию введен, запустится. 13 отелей, в том числе санатории МВО, ПВО. А какие там внутри условия? Вы говорите, сейчас реконструкция идет, это понятно, старые объекты, а новые, наверное, изначально по-новому строились. Да, каков облик у этих отелей и ПВО тоже? Какая там реконструкция идет? Вы знаете, любой отельер, который хочет привлечь к себе гостей, чтобы они оставались у него, они все уже используют международные мировые стандарты по оснащению номеров, строительству, коммуникации и так далее. Угу. То есть это современные такие здания? Естественно, конечно. Безусловно. Большие номера? Что там поменялось? На самом деле они все стандартные. Стандартный номер идет, грубо говоря, считается такой от 19 квадратных метров и свыше уже .
Вот эти отели, которые появились, они могут работать вот по системе «все включено», о которой вы говорили? Если они готовы к этому, если изначально концепция данного отеля закладывалась, что там будет все включено, конечно, они будут работать. Ну, на самом деле, это на данный момент самый лучший вариант работы, где все включено, потому что туристы привыкли к этому варианту, когда они приезжают в отель и получают полный комплекс услуг. Санаторий МВО, ПВО, они начнут работать уже летом или уже потихоньку начинают работать? Ну, когда по той информации, я думаю, летом, ближе к лету они запустятся уже. Угу. Ну, что касается того, как вообще прошел новогодний период, если вспомнить о том, что у нас есть достопримечательности, которые востребованы не только летом, но и зимой. Да, я на самом деле, честно говоря, не люблю это слово «достопримечательности». Мне на слух более приходит слово «объекты нашего туристического показа», про которые мы знаем здесь у нас и за пределами нашей республики. Это Рицинский реликтовый национальный парк, Афонская пещера и так далее. Ну, если говорить о Рицинском реликтовом национальном парке, то с 1 по 16 января посетило 10 тысяч человек. Это как бы большое количество. 10 934 человека, да, это большое количество. На самом деле в прошлом году посетило 11 260. То есть маленькое отставание есть, но тем не менее разница не такая большая. Но Афонскую пещеру имени Гиви Смыр с 1 по 16 января посетило 7 832 человека, а в прошлом году 7 212 человек. Ну, то есть разница минимальная. Скажите, вот при том, что людей пришло больше, но посетило вот эти места посещения туристические, да, наши вот места известные, меньше людей, это из-за чего? Повлияла погода, повлияло что-то еще? Да, скорее всего, на посещение Рицинского реликтового парка, естественно, влияют погодные условия. Там, вы знаете, снег выпал. Да, там было закрыто. Да, но тем не менее, мы наблюдали даже там пробки в этом году. Да, пользуются популярностью, спросом. Потому что кто летом был, посещал, о чем мы обратно возвращаемся, да, они видели летнюю Рицу. Естественно, хочется всем посмотреть на зимнюю Рицу, как она выглядит. А вот когда вы говорили о том, кто посетил Абхазию, да, о количестве человек в новогодний праздник, вы говорили о тех, кто постоянно здесь находится, или о тех, кто вот приехал там с однодневным визитом, экскурсии посетили, допустим, уехали? Мы говорим об общем турпотоке. Мы говорим об общем турпотоке. Да, это совершенно верно. Это и те, которые приезжают. А если более детально погружаться на новогодние праздники, в среднем у нас люди отдыхают от 3 до 5 дней. И говорить, заранее шло было бронирование, конечно, предновогоднее, но оно увеличилось, то есть больше начал спрос прямо перед новогодними праздниками. То есть это такой резкий скачок был, да? Да, резкий скачок был. На сегодняшний день мы наблюдаем такую картину, что мы уходим от доковидного, приходим, наоборот, к доковидному варианту, уходим после ковидного, то есть глубина бронирования увеличивается. То есть люди уже начинают бронировать на летний период. Чуть заранее. Да, потому что, вы знаете, слава богу, в последнее время картина так складывается с 2016 года, что в летний период у нас все объекты загружены и заполнены. И мы иной раз говорим о том, что нам не хватает номерного фонда, потому что спрос есть. Люди хотят приехать и отдохнуть у нас в республике. Но что касается экскурсионного туризма, тех людей, которые... Он был востребован, тех люди, которые приезжают, посмотрят Абхазию, там 1-2 дня останутся и уезжают сразу, или, возможно, сразу уезжают. Этот вид туризма, он был востребован? Безусловно. В этот период? Погода была не очень. Но да, погода была не очень, но вы знаете, как бы у нас в приоритете все время является экскурсионное направление, оказание экскурсионных услуг. Так Бог создал нашу республику, что у нас любое направление, которое выберете, оно уже для человека, который первый раз здесь находится, для него это экскурсия, скажем так, да, называемое путешествие. Он путешествует по нашей республике и знакомится с ее природным достоянием.
То есть это один из видов туризма, который у нас очень приносит, скажем так, Конечно, и доход. конечно, конечно. Скажите, оно нуждается в развитии, это направление? Данное направление нуждается, безусловно, не только в развитии, но и в укреплении, в административном, в правовом, законодательном укреплении. Мы работаем постоянно в этом направлении. Это очень такая актуальная тема для нас. Стараемся все время поддержать наших местных экскурсоводов, наши экскурсионные организации. Работаем. Да, речь идет о нелегальных гидах, я знаю, экскурсоводов. Да. Об этом мы уже давно говорим. Да. Что изменилось за это время? Вот за последние, 2 года после ковидных? После ковидных изменилось. Или проблема остается нерешенной? Проблема остается, конечно, проблема остается. Мы пытаемся ее решить возможными и невозможными способами. То есть стараемся, чтобы данную ситуацию улучшить и привести в тот вариант, который нам нужен. Uh-huh. Нам нужен, я не говорю, нужен министерству, а нужен в целом нашей республике. Uh-huh. Это проводятся рейды. Вообще идет какие-то подвижки? То есть люди, которые занимаются экскурсионной деятельностью, они как-то, не знаю, какие-то там соглашения, сертификаты абхазские получают. Как это они могут работать легально? У нас только могут наши граждане получить. Только? Да, наши граждане могут получить, да. То есть они могут, наши граждане могут сотрудничать с турорганизациями. Резиденты Республики Абхазия, естественно, могут заключать договора на экскурсионное обслуживание. До некоторых это понимание доходит. И, я думаю, процесс движется потихоньку. Мы часто, с вами говорим о потенциале. А в чем заключается потенциал, на ваш взгляд, в развитии туризма в Абхазии? Как вы думаете? Вы меня спрашиваете? Да, интересно просто. Как обывателя. Потенциал, мне кажется, если условия, инфраструктуру улучшить, тогда будет больше потенциала. Сейчас я даже не знаю. А вы такой вариант никогда не задумывались, не рассматривали? Так скажем, в советский период Республики Абхазия, когда она была тоже частью большого туристического, так скажем, не рынка, а профсоюза туристического, просто по профсоюзу. Может быть, логистика как-то по-другому вы не задумывались была выстроена? Так называемом слове «иные средства размещения». Что оно подразумевает? А что подразумевает? У нас шикарный в Сухуми порт. Угу. И лайнер, когда сюда приходит, это является иным средством размещения. То есть люди проживают 2-3 дня на лайнере, на рейде, на стоянке. У нас где он потенциал на самом деле. Выходят сюда в город, сколько лайнер, 2-3 тысячи человек, 5 тысяч человек. Угу. А скажите, у нас был князь Владимир, он заходил несколько раз, но не знаю, насколько он лайнер. Да? Лайнер. Такой, он не слишком большой, у нас бывало и побольше, я помню, да. Но, тем не менее, какого итога того, что все-таки такая навигация происходила? На самом деле, самое главное, это же движение, чтобы оно было. Угу. И если происходит такая навигация, то есть востребованность. Я думаю, как говорится, как говорят в народе, это первая ласточка. Угу. Будем надеяться, что будет и увеличение, расширение этой навигации, связка ее по Черноморскому побережью. Угу. А интересно, Минтур уже почувствовал какую-то разницу с тех пор, как этот корабль стал приходить, например, лайнер? Конечно. Главное, навигация открыта. Угу. Вачинчирский район, у него новый объект крупный. Да. За счет этого тоже, может быть, турпоток увеличился зимой. И зимой там он был тут мы уже переходим к санаторно-курортному направлению, то есть лечение. Там шикарная база, лечебная база. То есть они прямо в этом году, этой зимой уже ее использовали? Да, люди приезжали, отдыхали именно с целью лечения и оздоровления себя. Угу. Это большой плюс. То есть такое направление для зимы, по-моему, самое... Конечно, это же, да, там хорошая база. И что, если говорить о
прошлых годах, где еще, возможно, картина изменилась? В Кварчале что-нибудь изменилось в плане туризма? Давайте поговорим о будущем предстоящем. Поговорим, курортно-летнем то сезоне, тоже да. поговорим, есть еще время. А что осталось в истории, пусть останется в истории. Хорошо, ну Кварчал. Все там нормально, хорошо. Асфальт налоги проложили платят? новый. Но это Турбизнес. Это надо обращаться к налоговикам, они вас проинформируют о налогообложении. Хорошо. В этот год у нас наш так называемый сезон будет годом семьи. И вот хотелось бы обратить на это очень внимание, потому что по нашим прогнозам к нам приедут наши гости, наши туристы с семьями, с детьми. 2024 год? В 2024 году, да. Угу. Приедут большое количество семей с детьми. И стоит обратить на это внимание. А вы уже знаете, что они точно приедут? По нашим прогнозам, да. Угу. То есть какие-то заявки, да. какие-то намерения? Да, это информация от туроператоров. То есть мы уже То есть ваши аналитики говорят об этом? Да, наша аналитика говорит, что этот курортно-летний сезон будет годом семьи. То есть приедут с семьями, с детьми. Так что стоит обратить на это внимание, потому что когда к нам приезжают дети, это на самом деле увеличивает безопасность. И в этом плане мы тоже должны закрепиться на международном туристическом рынке, что к нам могут приезжать дети и отдыхать здесь, хорошо проводить время. Это инфраструктура, это санэпидемстанция, это чистое море, это пищеблоки на объектах должны быть приведены в норму, чтобы люди сюда приехали с детьми и не провели время в инфекционной больнице. Да. А можно сказать, как мы должны соответствовать вот сейчас этому? Вот, да, вы назвали инфраструктура и прочее. Какие шаги надо уже предпринимать, потому что время быстро пройдет. Да, уже если бронируют, что тут осталось. Да, обратно же, если возвращаться на объекты размещения, да, где все включено, то есть это аниматоры, то есть забота о детей, развлекательные программы и так далее. Что говорить, если говорить об экскурсионной деятельности, то какие-то экскурсионные программы для детей. Например, можно детей взять и повезти. У нас шикарный этнопарк, есть Апсный парк. Познакомить с традицией, обычаями нашей культуры. Это больше к развлечениям относится, конечно, да? Детей же надо развлекать. Конечно. Да. То есть тут уже получается, знаете, как... Отвлекать от гаджетов, опять-таки. Да. Познавательный, образовательный вот такой туризм должен быть, они должны быть вовлечены в это. И поэтому, когда мы о чем с вами говорим, да? Мы говорим, что многие люди приезжать стали в Абхазию по ностальгии. То есть они приезжали с родителями в свое время, да, и потом решили снова вернуться. Вот такая же возможность у нас на данный момент появляется сформировать новое поколение наших потенциальных туристов, которые сейчас придут сюда с папой, с мамой, проведут здесь свой отдых, и когда они повзрослеют, снова вернутся сюда. Уже со своими детьми. Да, тем самым... удерживать постоянно поток в нашу республику. Интерес и поток удержать реально, наверное, сложно. Конкуренция большая, и российские курорты развиваются, и другие там курорты. Сейчас, на самом деле, очень сильный толчок в Российской Федерации для развития внутреннего туризма. Они вкладывают большие средства, у них есть возможности. К сожалению, у нас этого нету, но тем не менее... Если говорить о тонких местах, которые нуждаются в проработке, я имею в виду в сфере туризма, что в первую очередь необходимо даже для того, чтобы сюда приезжали семьи с детьми? Профессионально подготовленные кадры. Это в первую очередь. Это основополагающее. Вы знаете, что бы ни происходило, всегда что? Главное, это человеческий фактор, который надо просто исключать. И какие подвижки у нас здесь? Как в этом новогодний период показал себя персонал? Я хотел бы поблагодарить весь наш турбизнес, всю нашу туриндустрию, весь наш персонал линейный, административный за прошедший 2023 год, за добросовестную работу, которую они провели, отдали себя полностью для того, чтобы в 2024 году к ним снова приехали люди. Если говорить все-таки о кадровой проблеме, как она решается сейчас? У нас есть вуз, у нас есть специалисты, у нас идут туда люди работать. У нас идут туда люди обучаться, но потом, к сожалению, не идут работать по своему профилю.
А почему Вы знаете, так есть происходит? такой анекдот, этот мужик сидит в лодке с рулем, Так. и 10 сзади стоят мужиков тоже со штурвалом. А он спрашивает, а весла никто не взял? Все хотят быть у штурвала. Работать никто не хочет. Все хотят быть администраторами и так далее. То есть проваливается линейный. Но, может быть, их должны готовить не вузы, а, ну, типа училищ каких-то? Нет, это не вопрос. Там может быть вуз, может быть специализированное какое-то заведение, которое имеет аккредитацию Министерства образования. Но для этого должна быть какая-то, как сказать, законодательная подвижка, то есть какой-то рычаг воздействия, да, грубо говоря. Если мы перейдем к этому, когда вы... А что вы имеете в виду? Рычаг воздействия вот смотрите, на... вы ательер, да? Ага. И к вам приходит человек с профессионально подготовленным образованием и человек с опытом, но без образования. Ага. Вы выбираете того, кто с опытом, грубо говоря, да. Кто с образованием, которому надо, вы его не берете. А если какая-то будет задвижка, что в туристической сфере должны работать только люди с профессиональным образованием, да, там среднетехническим, там с высшим. Ну, это такой вопрос, он, мне кажется, касается всех сфер. Кто-то может работать вот над собой и как бы достигать таких же успехов. Кто с опытом, ему же ничего сложного не будет пойти получить хотя бы среднее профессиональное образование в сфере туризма, если он работает, если это ему нравится. То есть тут блокировки никакой нету. Мы же не можем летчика посадить за штурвал самолета без специального образования. Ну да, о проблеме кадров мы часто говорим, в программе Турбаза говорим часто, пока вот приглашаются. То есть что получается там, у нас по большому счету, да? У нас развивается туризм, развивается туриндустрия, создается так называемый рынок труда, рабочие места. И что происходит? Они заполняются приезжими там, гражданами других государств. Вот что происходит. То есть рабочие места по факту создаются, а наши граждане не задействованы в этой сфере. Ну, надо как-то менять ситуацию. Ну, что касается того, чтобы привлечь как можно большее количество людей, да, туристов к отдыху в Абхазии, что вот необходимо для этого сделать? Безопасность и предоставление качественных услуг, соответствующих международным стандартам. То на самом деле... Ну, кстати, вот о качестве услуг. Какова сейчас тенденция, как вы ее оцениваете? Тенденция положительная, потому что люди едут, и есть обратная взаимосвязь. То есть у каждого туроператора так называемая клиентская база. И если человек приехал от него, и ему не понравились те услуги, которые ему оказали, или они не совпадают договору согласно оказанию услуг, то, естественно, они уже... То есть тут на самом деле проводится работа между ними. Ну, что касается вот работы в 2024 году, какие у ведомства ближайшие, не знаю, может быть, какие-то конкретные планы есть, может быть, проекты какие-то, которые вот... пока есть определенные штатные мероприятия, которые мы проводим ежегодно. Подготовка... У нас подготовка к курортно-летнему сезону начинается сразу после окончания, то есть мы не ждем там Нового года. Все в штатном режиме происходит, то есть сейчас будет участие в определенных мероприятиях, выставках, форумах, потом... То есть вот эти поездки... Да, потом будет у нас аттестация ежегодная экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов по туризму, потом будем обходить отели, санэпидемстанция, работа, пляжи, хозяйство. Полностью будем смотреть всю инфраструктуру, которая задействована по приему наших гостей, туристов. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за интервью. Успехов в вашей работе. Спасибо. Будем следить за ситуацией.